Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы с вами на проспекте Путина, на новом проспекте Путина, в составе уже района имени Путина. И здесь я буду вам делать краткий обзор об этом новом великолепном участке проспекта в 5-м строящемся районе имени Путина. Здесь мы с вами видим красивые лужайки, видим красиво высаженные цветы. Изящные деревья, красивые, пока они в своей почве не укрепятся, в лунках специально произведена фиксация. Фонари освещения имеют такое оформление, которое вы сейчас видите на дисплее в виде национального орнамента. На противоположной стороне цветы высажены в конфигурации красивого узора, который также напоминает национальный орнамент. Между вот этими двумя строящимися зданиями, вот этим жилым комплексом и вот этим объектом, мы видим уже горный объект, рельефный объект. Это есть не что иное, как Сунжинский хребет, который заходит сюда, в Грозный, в ее агломерацию, и заканчивается этот объект, который берет свое начало от населенного пункта Эльхотово, между местностью Дигора и населенным пунктом Эльхотово в Северной Осетии. А если говорить точнее, на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии находятся эти населенные пункты, и местность оттуда берет свое начало, Сунжинский хребет, и тянется до Грозного, и здесь он заканчивается, собственно, именно вот в районе Путина. Этот хребет заканчивается, его оконечность, отрог, на нем у нас в городе расположен поселок в составе Грозного, поселок Карпинка. Очень симпатичные скамейки. Урны очень аккуратные, своеобразные, симпатичные очень, опять-таки. Пешеходная часть аллеи уложена гранитом. Это у нас декоративное освещение, Г-образная такая планка, и по всей видимости она подсвечивается. Опять-таки этнический национальный элемент. На противоположной стороне у нас военно-патриотический парк Аллеи Славы. Центральным главным объектом этого парка является музей имени Ахмада Хаджи-Кадырова. В нем представлены различные реликвии фамилий Кадыровых. В этом музее представлен кабинет в оригинале, в котором работал Ахмад Хаджи Кадыров. Все, что было в этом кабинете, это все там представлено на той же площади. То есть это оригинал, воспроизведенный в стенах этого музея. Стол, за которым он трудился, подписывал указы, распоряжения. Очень интересно. Вот сейчас на данном участке, вот преодолев вот эту часть, зайдя сюда, уже испытываешь необыкновенные чувства, эмоции, потому что здесь
тебя не было, и вот эта часть города, впервые ты вступаешь на эту территорию, осознавая, что ты зашел на площадь, уже застроенную, новую часть города, и всегда эта территория у тебя ассоциировалась совсем иначе, а здесь ты коснулся эпохальной, скажем так, революции, изменений, настолько больших изменений, что в Грозном появился новый район и абсолютно новая архитектура, архитектурные решения, дома, инфраструктура. Очень увлекательно, очень интересно. Мечетей в этом районе будет две. Одна здесь, на юге района имени Путина, южной окраине. Двигаемся на север. Там тоже будет мечеть. Церковь здесь будет также. Вот эти фонарные столбы очень необычные, очень интересные. Это у нас должно быть подземный переход. Да, это шикарный подземный переход. Очень красиво. Очень красиво. Подсветка параллельно стволам деревьев. Все продумано. На этой территории была инфраструктура именно индустриальная. Различные цеха, различные фабрики и тому подобное. Даже этот район, это была часть района заводского. Вот отсюда он начинался. И он простирался на запад Грозного, и именно промышленная инфраструктура, она была больше всего у нас в заводском районе. Такое, нарицательное название, говорящее название, заводской район. Да, круто тут, на самом деле, очень круто. Мне нравится. Когда гуляю, иду, мне очень приятно. Очень-очень приятная атмосфера. Круто. Цветомузыкальная подсветка здания начала включаться. Волшебство. Тут необычайная аура. Очень приятно. Вот и фонари включились. Как я вам и говорил ранее, вот этот Г-образный декор, он действительно подсвечивается, и только что параллельно с этими фонарями и цветомузыкальным оформлением, освещением зданий, и вот эти элементы тоже включились. Автобусная остановка на противоположной стороне. Посмотрите на эту эстетику. Такой оригинальный фонтан. Вернее, водопад получается. На мраморе выведен чеченский орнамент, чеченские петроглифы. Да,
То, что сделано все со вкусом, стильно, это 100%. Здесь на данном участке нужно идти через подземный переход. Конструкция, которая специально предусмотрена. Человек на коляске, он сможет оттуда вызвать себе этот пандус, нажав кнопку, я так предполагаю, заехать на эту платформу, и его аккуратненько это все переместит. Да, это все очень монументально, это все очень красиво, это все очень завораживает. Великолепно просто. 8-этажный. Каждый дом, все дома по 8 этажей. И этот проспект вот на севере, куда мы двигаемся, этот проспект будет венчать здание в форме П. Вот это здание будет по своей конфигурации иметь форму буквы П, что будет нас отсылать к должности президент и фамилии Путин. Примерно около 400 метров остается до завершения этого проспекта. Просто нет слов, на самом деле. Вот настолько я впечатлился. Такая интересная, завораживающая прогулка получилась. И причем я здесь не был. И получилось так, что вместе с вами я здесь очутился и прогулялся. И все эмоции, которые я излагал, они параллельно возникали. И я сразу же ими делился с вами. Да, необыкновенно красиво просто. И здесь расположение такое, рельеф. Вот сейчас дует оттуда. Я же говорил в начале, на южной окраине этого проспекта, где идет переход из старого проспекта Путина на территории Ахматовского района на уже этот новый проспект в районе Путина. Я говорил, что между домами указывал, что вот Сунжский хребет здесь оканчивается. И, соответственно, ветер, который дует с севера, он уже здесь чувствуется. То есть мы с вами сейчас уже в той местности, где уже Сунжский хребет нас не прикрывает. Вот, все время я шел на подъем. Все время двигался на подъем.
Если откроете карту там, в приложениях и посмотрите, то вы поймете, о чем я говорю, для любознательных, которые хотят именно понять до мелочей, именно что я имел в виду детально. Такая классная прогулка получилась. И вообще, вот сейчас люди познают, что здесь гулять, это особенно здесь гулять, это уже получается не просто променад, а моцион будет. Почему? Потому что здесь и ветер, дуновение его очень приятное. И здесь вот видите, аура такая, что здесь нет вот такой вот такого шума, гамма. Вот, и соответственно очень моцион, это вообще подразумевается оздоровительная прогулка. Соответственно, человек, который на аккуратный такой подъем, градус подъема по этому проспекту, он еле чувствуется, вот только здесь он уже ощущается. И, соответственно, это полезная ходьба. Это полезная ходьба. Вот как красиво. Типа как гипс. Очень красиво. Не типа, а именно гипс. Площадка. Конструкция, такое округление. И под ней качели в виде скамеек. Я вам чуть ранее это в кадрах показывал, но там неудобно было всю эту конструкцию показывать. Там были люди на скамейке, в качелях. И я, чтобы людей не смущать, не фокусирую прям, когда рядом нахожусь, на них камеру. Чеченцы не любят, когда лезут в их приватную жизнь. И в каждом регионе представитель каждого региона, каждой этнической группы, он должен в тех регионах, которые он посещает, уважать местный уклад, местные какие-то особенности. Уважаемые друзья, спасибо, что оставались на канале, смотрели мой ролик. Эта работа сделана специально для культурных, умных, воспитанных людей, коими являются все из числа моей аудитории. И не только, но вы, мои подписчики, особенные. Спасибо вам, что смотрели мою публикацию. Здесь очень круто. Это просто обалденно. Это было великолепно. И дойдя сюда, я понимаю этот масштаб. Это очень серьезный масштаб. Это очень круто. И на этой позитивной ноте, друзья, уважаемые зрители, позвольте с вами распрощаться. Спасибо всем, кто смотрел еще раз. До свидания. До новых встреч.